Развитие парка ледоколов России позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути и усилит интересы международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Новый универсальный атомоход «Арктика» проекта 22-220 официально вошел в состав российского атомного флота. Подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг Российской Федерации. Он станет головным из 5 судов «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» – уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути. У ледокола инновационное оборудование, мощный двигатель. Это позволяет использовать его везде – во льдах, на воде и на глубоководных и мелководных трассах. Атомные ледоколы проекта 22-220 самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до 3 метров. Правление Мечел ведет переговоры с правительством Российской Федерации о возможности предоставления льгот для Коршуновского ГОКа в условиях увеличения ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза. По мнению руководства компании, новый налоговый механизм не учитывает многие аспекты, в том числе способ добычи, содержание твердых полезных ископаемых в руде, коэффициент вскрыши, продажи на экспорт и другое. Согласно расчетам Мечела, недавнее повышение НДПИ для металлургических производств приведет к росту налоговых выплат до 1 миллиарда рублей ежегодно в течение 5 лет. Компания предложила механизм, при котором повышающий коэффициент не будет применяться к предприятиям, не занимающимся продажами сырья третьим лицам. Так, Мечел использует 100% железорудного концентрата в собственном производстве стали. Кроме того, Мечел положительно оценивает подход, применяемый к нефтегазовым компаниям, где налог привязывается к стоимости реализуемого сырья. Напомним, с 1 января 2021 года вступит в силу закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых для производителей удобрений и металлургов. Исключение составляют новые инвестпроекты, соответствующие определенным требованиям. Мост через реку Лену в Якутии находится в листе ожидания на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В составе него проект может получить финансирование, однако это возможно только при наличии проектно-сметной документации и дополнительных соответствующих решений. Как отмечалось в паспорте проекта нового моста, капитальные расходы на его строительство составят почти 78 миллиардов рублей. Прочие расходы обойдутся в около 5,5 миллиардов рублей. При этом группа ВИС намерена профинансировать за счет собственных средств до 20% его стоимости. В Якутии освоили 17 миллиардов 700 миллионов рублей на реализацию национальных проектов за 9 месяцев, что составляет 57% от общего объема. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 52%. Наибольший объем средств был направлен на нацпроекты «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чистый убыток «Алроса» по российским стандартам бухгалтерского учета составил 5 миллиардов 400 миллионов рублей за 3 квартала текущего года. Для сравнения, по итогам аналогичного периода прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 42 миллиардов 200 миллионов рублей. Сокращение финансовых результатов вызвано снижением выручки организации. В течение года организация отмечала, что на финансовые и производственные показатели оказывают давление ограничения, принятые в рамках борьбы с COVID-19, а также снижение спроса на алмазное сырье. Кредиторская задолженность «Алроса» по состоянию на конец сентября составила свыше 29 миллиардов рублей. В конце 2019 года данный показатель был на уровне 15 миллиардов рублей. В сравнении с итоговыми результатами за первое полугодие наблюдается положительная динамика к снижению долговой нагрузки. Якутский филиал Россельхозбанка выдал более 120 ипотечных кредитов по льготной ставке в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий на общую сумму более 295 миллионов рублей. Наибольшая востребованность сельской ипотеки отмечена в Хангаласском, Ленском, Намском, Вилюйском и Нюрбинском районах. Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов Российской Федерации, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова.